Как бы банально не звучало, но это самые яркие впечатления, поскольку лично я приехала вообще из села, и для меня участвовать в университете на подобных мероприятиях, еще и когда мы занимаем места, нам дают возможности показывать себя, это, наверное, и есть самое классное. У нас конкретно на каждой номинации было разделение. То есть я, например, занималась вообще танцами. Была девочка, которая взяла на себя моду всю, покупала ткани, шила, брала замеры у всех у нас и, соответственно, ставила нам моду. На самом деле это было очень интересно, поскольку это было настолько масштабно, это было завораживающе. Мы все собирались, мы все репетировали, мы что-то придумали, и мы это делали все вместе. И в этом и есть, наверное, самое лучшее в этой студ-весне. Говорят же, допустим, есть мечта, а ты ждешь не саму мечту, а сам процесс мечты, как он реализовывается. Здесь то же самое. Вот весна это не момент, когда вот только-только выступили. Это момент от начала репетиции, от начала идей, которые только-только появились, от бурных обсуждений, от веселых, интересных моментов репетиции. Бывает, там где-то ругаемся. Но все это выстраивается в один клубочек, и потом дальше мы выступаем уже на самой сцене. Здесь это очень хорошая площадка для того, чтобы найти себя, увидеть себя. Кто-то может впервые пробовать там выступить, что-то сказать на сцене. А тем более мы педагоги, будущие педагоги. Нам говорить на публику нужно и надо. И так неистово на синем разбеге огненных стволов, и мы так долго рук не вынем из-под заломленных голов. И столько широты во взоре, и так покорно все извне, что где-то за стволами море мерещится все время мне. Больше всего мне нравится в студ-весне скорее не столько результат, как сам процесс. Ты знакомишься с человеком, с тем, кого раньше не знал, и постепенно он раскрывает свои таланты, способности, и даже зарождается какая-то дружба между нами, которая потом уже через курсы проходит дальше. Студ-весна дает возможности проявить себя, наверное, во всех сферах, и в моде, и в танце, и в песне. Я на первом курсе выступала и с вокальным номером, и с худсловом также. Сейчас ушла больше в само художественное слово, но если есть желание, то можно себя попробовать во всем. Даже если нет каких-то талантов вокальных или танцевальных, то можно помочь в постановке, не знаю, в организации сценки какой-нибудь и так далее. Однажды учитель подошел ко мне, положил на плечо руку и сказал: у каждого из нас есть вечный двигатель. У тебя, например. Я пошарила в карманах, заглянула в портфель, но ничего похожего на вечный двигатель не обнаружила. Твой вечный двигатель у тебя в груди. Это твое сердце.